Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поделиться своим ценным мнением в комментариях и поставить лайк этому видео. Лайк для вас абсолютно ничего не стоит, а мне помогает продвигать свой YouTube-канал. На этой неделе произошло долгожданное событие. Знаменитый собор Нотр-Дам наконец-то открыли после пожара. Как вы наверняка все помните, в 2019 году собор пострадал от огня, и на его восстановление собирали деньги всем миром. На его открытие прибыли представители разных стран. От Словении прибыл наш премьер-министр Роберт Голоб и его девушка. По-словенски ее статус звучит как партнерка. На открытии Нотр-Дама они, конечно же, встретились с Эммануэлем Макроном и с его супругой, а также они там же встретились с Дональдом Трампом. Интересно, что Дональд Трамп был без своей супруги Мелании Трамп. Если бы он был со своей супругой, то наши славянские представители могли бы поговорить с Меланией Трамп на ее родном языке, на славянском. В некоторых славянских компаниях рождественский бонус превысит 2000 евро брутто. У телекоммуникационного оператора Телеком Словения рождественский бонус будет выплачен в размере 2343 евро брутто. Для примера, в пивоварне Ложко бонус в этом году составит 750 евро брутто. А в фармацевтической компании Кырка из города Ново Место сотрудники в этом году получат премию в размере 2343 евро брутто. Тем временем посещение аптеки в Словении становится роскошью для граждан. Лекарства, которые продаются без рецепта, становятся все дороже и дороже. Для примера, 20 обычных таблеток Лекадола, это жаропонижающее, стоит в интернет-магазине 3,5 евро, а 30 таблеток Лекадола, покрытых пленочной оболочкой, стоят чуть больше 9 евро. Препараты, в которых к парацетамолу добавлен витамин С, стоят значительно дороже. Если вдруг у вас заболит горло, вы заплатите почти 8 евро за упаковку из 24 постилок Неоангина. 6 евро за 30 пластинок септолета со вкусом ментола и почти 12 евро за 30-миллилитровый спрей Ангал для полости рта. Кстати, отличный спрей, всегда им пользуюсь. Упаковка из 28 капсул Linux Forte будет стоить почти 23 евро. В одной из славянских школ на уроке химии произошла ужасная и нелепая ситуация. Девочка по непонятным причинам сделала пару глотков кислоты. Ей сразу же была оказана медицинская помощь, но сейчас ученица находится в одной из славянских больниц в крайне тяжелом состоянии. Причина, по которой ученица решила выпить кислоты, не сообщается. Славянские полицейские остановили на границе с Хорватией автомобиль для пограничного контроля. За рулем находился 26-летний мужчина, и при нем были обнаружены 62 фальшивые купюры номиналом в 50 евро, то есть 3100 евро. Мужчину, конечно же, задержали, и сейчас он предстанет перед судом за подделку документов. Полицейские предупреждают граждан быть крайне внимательными, особенно сейчас перед новогодними праздниками, так как в ходу очень часто попадаются фальшивые купюры. Полицейские советуют проверять купюры на наличие защитных знаков, но проще всего проверить купюру на подлинность – это сравнить ее с точно такой же, если она, конечно, тоже не фальшивая. Буквально 2 недели назад я в своих новостях рассказывала о громком вероломном убийстве в Любляне свидетеля по одному из громких мафиозных дел. Если вы не видели этот выпуск, можете пройти по этой ссылке и посмотреть. А сейчас в Любляне проходят допросы 3 подозреваемых по этому вероломному убийству гражданина Боснии Сатко Зовки. И полиция приняла беспрецедентные меры безопасности. Судебное заседание перенесли в нестандартные
стандартное место. Судебные приставы, которые доставили подозреваемых в суд, были одеты в бронежилеты. Подозреваемых завели в здание суда с черного входа. Также была усилена полицейская охрана. И помимо этого сейчас усилена охрана свидетелей. Не хотелось бы быть свидетелем такой заварушки. Ужаснейшая трагедия произошла на рабочем месте в районе города Коршко. Молодой 24-летний парень работал в автосервисе. Автомобиль рухнул с подъемника в тот момент, когда молодой человек находился под ним. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас ведутся служебные проверки. В этом году новогодние елки из Славенских лесов имеют синие наклейки с надписью «Подарок вашему дому из Славенских лесов» и имеют маркировку 2024. Производители уверяют, что эти елки выращены особым экологическим способом. Данные елки выращивают на сельскохозяйственных плантациях, а также на обочинах дорог и под линиями электропередач. Видимо, особо ценятся елки, которые выращивают вблизи атомной электростанции Коршко. Друзья, на этой позитивной новости наш выпуск подошел к концу, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от -2 до +8, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Мне приятно, что вы оценили. Друзья, пока-пока, до новых встреч.